В эфире новости экономики на Якутия-24 в студии Нургуяна Иванова, и в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Власти Якутии подготовили меры по регулированию добычи и переработки и сбыта продукции из бивней мамонта. Ежегодный объем легальной добычи сырья оценивается в 100 тонн. В частности, планируется создание торговой аукционной площадки по продаже бивней коллекционного сорта, что включает появление косторезных мастерских внутри республики. Для этого последовательно будут повышать экспортную таможенную пошлину на бивни поделочного сорта для производства массовой продукции. Легальный механизм позволит увеличить доходы местного населения и создать новые рабочие места. Местное население будет получать справедливую стоимость за сырье. Сейчас основную прибыль получают перекупщики. Кроме того, речь идет о создании тысяч новых рабочих мест. В регионе ежегодно добывается около 100 тонн сырья. Его стоимость оценивается примерно в 3 миллиарда рублей, сказал исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Владимир Солодов. Компания «Алроса» проведет аукцион по продаже алмазов специальных размеров в Израиле в период с 19 августа по 6 сентября этого года. Компания выставляет на аукцион 202 алмаза ювелирного качества с суммарной массой 3165 карат. К участию в торгах приглашены около 100 фирм из Израиля, Бельгии, Индии, Гонконга и России. Конец летнего сезона – традиционно удачное время для торгов. Спрос на алмазное сырье оживает, в том числе в Израиле, где наш товар всегда востребован. А большинство местных компаний специализируются именно на крупноразмерном сырье. Учитывая все эти факторы, мы пересмотрели наши планы и увеличили число камней, выставляемых на аукцион. Мы рассчитываем на хороший спрос и положительные результаты торгов, комментирует предстоящий аукцион член правления, директор ЕСО «Алроса» Евгений Агуреев. До конца этого года «Алроса» планирует еще один аукцион в израильском Рамат-Гане. Он состоится в ноябре. Монтаж 3 ветроустановок в Тикси планируется завершить в октябре этого года, после чего начнется их опытная эксплуатация. На данный момент идет подготовка к монтажу ротора и лопасти ветроустановки номер 1 и первой секции ветроэнергетической установки номер 2. Оборудование выполнено в арктическом исполнении, в нем используются технологии, эффективность и надежность которых была доказана при эксплуатации ветроустановки на Камчатке. Русгидро планирует направить строительство ветродизельного комплекса в Тикси 600-800 миллионов рублей. Инвестиции японской компании «Неда» составят 2 миллиарда японских йен или 18 миллионов 600 тысяч долларов США. Якутия планирует представить потенциальным российским и зарубежным партнерам на Восточном экономическом форуме порядка 52 инвестиционных проектов. Главными из них станут проекты по строительству моста через Лену, 2 гостиничных комплексов, инновационного поселка Кангаласы, ряд проектов резидентов ТОР Кангаласы и Южная Якутия, строительство второй очереди онкодиспансера и кардиососудистого центра. Также будут подписаны несколько соглашений, в частности, меморандум между правительством республики и Японским банком международного сотрудничества. В Якутии могут создать еще одну территорию опережающего развития. Власти региона планируют реализовать инвестиционные проекты на арктической территории республики. Вопрос создания ТОР «Арктика» также будет рассмотрен на полях Восточного экономического форума. Мы планируем реализовать инвестиционные проекты на арктической территории республики. Это может быть сделано как за счет создания новой ТОР «Арктика», либо за счет расширения уже созданных территорий опережающего развития. Оба варианта обсуждаются, так как есть понимание, что арктические инновационные проекты будет трудно реализовать без создания ТОР, сказала министр экономики Якутии Майя Данилова. Перспективы использования Северного морского пути как важного транзитного коридора планируется обсудить на 4-м Восточном экономическом форуме. О возможностях контейнерных перевозках по Севморпути намерены рассказать представители компании «Маэрск». Отправка российской замороженной рыбопродукции с Дальнего Востока России в основном осуществляется по железной дороге. Переход по Северному морскому пути может создать альтернативу традиционному маршруту. Проект имеет важное значение для развития конкуренции в перевозке российской рыбы и обеспечения доступности продукции для потребителей в России, отметил генеральный директор компании «Маэрск» Том Хюльделунд. Напомним, 4-й Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский с 11 по 13 сентября.
Якутия является лидером в Дальневосточном федеральном округе по развитию информационных технологий и цифровой экономики. Об этом сказал исполняющий обязанности главы Кабинета министров Якутии Владимир Солодов на открытии второго межрегионального форума IT и кибербезопасности «Айсберг». Природно-климатические особенности и отдаленность территории усложняют развитие республики. Именно поэтому для Якутии развитие новых современных цифровых и IT-технологий является приоритетной задачей, подчеркнул он. Исполняющий обязанности премьер-министра Якутии также добавил, что при разработке стратегии социально-экономического развития республики на ближайший период особая роль будет отведена цифровому сектору, а правительство республики будет уделять информационной безопасности самое пристальное внимание. Напомню, что вчера в столице республики начался второй межрегиональный форум IT и кибербезопасности «Айсберг». В мероприятии принимают участие более 200 специалистов из Якутии и около 30 экспертов международного уровня. Это такие компании, как Ростелеком, Huawei, Epson и другие. Участники и эксперты форума обсуждают развитие технологических тенденций IT и кибербезопасности, практические проблемы и пути их решения в экономически важных отраслях – здравоохранении, образовании, в органах власти и бизнесе. Форум будет проходить 3 дня. Центробанк повысил официальные курсы валют на пятницу, 17 августа. Доллар вырос на 52 копейки, а евро на 83 копейки. Курс американской валюты составил 66 рублей 89 копеек, евро 76,5 копеек. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.